Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала, мои любимые дорогие подписчики. С вами сегодня Астарта. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, заходите на мою страничку в Инстаграме, ссылка в описании к видео. Также пишите в комментариях, что бы вы хотели посмотреть, на какие темы поговорить, на какие темы хотели бы увидеть расклады на моем канале. Сегодня мы с вами делаем расклад. Блиц такой небольшой будет на тему, уйдет ли он от соперницы. Перед вами выложены варианты, первый, второй или третий. Сосредоточьтесь, выбирайте, задайте вопрос, уйдет ли ваш мужчина от соперницы у тех, конечно же, у кого она есть. Другим это видео просто будет неинтересно. Вот, сосредоточьтесь. Если вам не хватает времени, нажмите на паузу и сделайте свой выбор. Вот. Еще что хочу сказать, небольшой анонс. В ближайшее время выложу вам расклады на Ламаз и расклад общий прогноз на месяц, на август. Так что нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть, когда выходят мои новые видео. Итак, делайте свой выбор, я перехожу к первому варианту. Забыла сказать, загадывайте, конечно же, срок, дорогие единички. Теперь буду повторять для каждого варианта. Загадывайте срок, какие сроки вы хотите, чтобы ваш партнер ушел от соперницы, разрубил этот гордиев узел, чтобы ваша личная жизнь как-то наладилась. Итак, единички, трактую для вас, уйдет ли в загаданный срок от соперницы ваш мужчина. К сожалению, увы, но здесь обрадовать вас нечем. Нет, не уйдет. Здесь пока все останется как есть. Мужчина так и будет ходить к вашей сопернице, будет поддерживать с ней связь, будет поддерживать с ней отношения. Но здесь он задумывается о том, чтобы все-таки этот гордиев узел разрубить. Он об этом думает постоянно, мучается, страдает, все это варится в этом, переживает, но пока не хватает ему ни смелости, ни сил, ни каких-то возможностей, ресурсов, чтобы этот гордиев узел разрубить. Поэтому, увы, дорогие мои, ничем обрадовать вас не могу. Так и будет пока он ходить по кругу. Ты, я, он, она, вместе дружная семья. Увы, но нет. Здесь так и будет треугольник, так и будет, по крайней мере, единички в загаданный срок. Поэтому не отчаиваемся, смотрим. Скорее всего, это видео буду делать периодически, чтобы обновлять, так сказать, предсказания. Да и вообще, те, кто, например, через какое-то время на это видео наткнется и сделает свой вариант, значит, это было для него нужно. Поэтому я лично сроки не загадываю, отдаю вам возможность сроки выбирать самим, делать свой вариант, выбирать свой вариант, правильно. Это зависит сугубо лично от вас, выбор правильного варианта. Я желаю вам, дорогие единички, любви, терпения. Живите, а не прозябайте. Берегите себя и своих близких. И будьте счастливы. А я перехожу ко второму варианту. Двоечки. Второй вариант. Забыла сказать в начале. Загадывайте срок, в который вы хотите. Задаете вопрос. Сроки вы загадываете сами для себя, не знаю, месяц, два, полгода, год.
и тому подобное. Вот, я так трактую. Итак, двоечки. Что хочу здесь сказать? Здесь вообще вариант вышел неоднозначный. Давайте начнем с первого. Это когда один мужчина и двое женщин, к примеру, да? Потому что здесь может быть и по-другому. Хотя акцент видео, конечно, я задаю вопрос, но я задаю вопрос как партнер. И поэтому здесь мне карты показали немного двоякий вариант. Давайте протрактуем сначала для тех, кто в треугольнике, где есть один мужчина и двое женщин. Что хочу сказать, что вполне может так случиться, что и уйдет. И что самое интересное, смотрите, и на Ленормашках выпали звезды, и здесь выпали звезды. Знаете, тут такой очень неоднозначный получился ответ. Почему? Потому что, значит, центр яблока раздора, будь то мужчина или женщина, хотя я загадала только что мужчина. Вот, в общем, вот это самое яблоко раздора, оно, этот Гурдиев узел, разрубить хочет. Прям очень. Уже устал наш мужчина от такого положения дел, от этой всей нервотрепки. И он предпринимает попытки. Попытки он предпринимает, чтобы этот Гордиев узел разрубить. Но пока, по крайней мере, на тот срок, что вы загадали, здесь особого прям успеха я не вижу. Но действия он предпринимать будет. Пытаться разрубить этот город. Вот по Ленормашкам я бы сказала, что да, уйдет. Уйдет, но это будет так сложно. Человек будет страдать, человек будет депрессировать. Но, в общем-то, в таких ситуациях по-другому просто невозможно. Вот. Но вот второе, богини мне говорят, что чуть-чуть он здесь такое двоякая трактовка. Но давайте так. Я склоняюсь к тому, что да, уйдет. Да, уйдет. Разрубит этот Гордиев узел, добьется своей цели, и этот вопрос решится. Человек разрубит этот узел. Далее, смотрите, еще одна трактовка. Какая здесь может быть? Тоже треугольник, например, был, но, например, у супруга или супруги, которому изменяют, может появиться тоже любовник или любовница. И вот здесь уже у партнера, который изменял, у которого есть уже другая, вторая половинка пассии, может взыграть чувство собственности. И он может попытаться, значит, встанет руки в боки и скажет: это мое, никому не отдам, люблю не могу, трамвай куплю, проблему разрублю. Вот этот самый толчок, то, что может появиться еще одно четвертое лицо в вашем треугольнике, то есть это уже будет четырехугольник, может подтолкнуть его к тому, чтобы этот Гордиев узел разрубился и не дать превратиться треугольнику в четырехугольник, потому что здесь, конечно же, взыграет чувство собственности. И прям у этого человека это чувство собственности прям завышено. Поэтому он может это все разрубить. Но опять же, понимаете, что если толчком к решению этого вопроса будет появление четвертого человека, то как только он этого четвертого человека отвадит, он может попытаться снова найти себе
значит развлечение. Вот так. Но здесь я склоняюсь больше к тому, что да, партнер разрубит этот Гордиев узел, поэтому двоечки. Ликуем. Решится, разрубит. И вот это был у нас второй вариант. Я желаю вам, двоечки, их успехов и реализации любви, счастья. И берегите себя, берегите своих близких, будьте счастливы. А я перехожу к варианту номер 3. Троечки. Третий вариант трактую для вас. И напоминаю, не сказала в начале, что нужно загадать период, в котором за который вы хотите, чтобы этот вопрос решился, чтобы мужчина расстался с соперницей. Загадывайте период, ставьте видео на паузу, а я начинаю трактовать. Ну что, смотрите, дорогие троечки, что вам хочу сказать, что ваш мужчина предпримет попытки, чтобы этот вопрос решить. Вот прям он будет делать все, чтобы этот Гордиев узел разрубить, чтобы этот вопрос решился, по крайней мере, в планах, в мыслях, ментально он этого очень хочет, и он это планирует. И вы знаете, я бы сказала, что это ему удастся, но не до конца. Потому что вот эта пассия, третья сторона, все равно будет давать о себе знать. Все равно будет возвращать его к себе, делать все, чтобы этот человек вернулся. И смотрите, что если здесь еще может быть замешано прекрасное слово, характеризующее все воздействия, эзотерика. Магия, проще говоря. Смотрите, чтобы этот человек, соперница, не прибегла к услугам какого-нибудь практика. Вот. Но пытаться решить этот вопрос ваш партнер будет. Это однозначно, что он захочет вернуться в лоно семьи, значит, наладить отношения, принять решение как настоящий мужчина, все-таки определиться, что он хочет от жизни, с кем он хочет быть, как он хочет быть. Но соперница не так проста, как нам хотелось бы думать. Здесь, смотрите, может быть, она прибегнет и к услугам всяких практиков, поэтому то желание и те его действия, которые он будет применять, и к решению этого вопроса может не сработать. Может она его, конечно, немного так подпортить. Поэтому будьте внимательны, зондируйте эту почву. Но я склоняюсь к тому, что в загаданный период до конца, вот прям, чтобы разрубить и баста. Нет, такого не будет. Но все попытки, чтобы этот вопрос решить, будут предприняты. Потому что там женщина может что-то где-то подшаманить. Вот как-то так. Это был третий вариант для вас, троечки. Я желаю вам счастья и любви. Живите свою жизнь. Каждый миг наслаждайтесь ею, чтобы ни было. Наслаждайтесь собой. Берегите себя, берегите своих близких и будьте счастливы. До скорых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До свидания.